словаре Даля о слове «бессвязный» говорится: в чем нет крепости, единства, в чем нет толку, последовательности, смысла. Эти слова точно отражают то, насколько важна связь для любого рода войск, включая бронетанковые. Связь превращает разрозненные части и подразделения в единую силу, направленную на выполнение боевой задачи, а экипаж каждого танка заставляет действовать как единый организм. Обеспечить в бою нормальное взаимодействие членов экипажа было непростой задачей для ранних танков. Шум внутри машины заглушает человеческий голос. А если некоторые члены экипажа находятся изолированно от других, то докричаться до них и вовсе невозможно. Приходилось использовать жесты, прикосновения или даже удары. Например, если командир 34-ки показывал заряжающему кулак, то нужно зарядить бронебойный, а ладонь с растопыренными пальцами — осколочно-фугасный снаряд. Пинок в левое или правое плечо мехвода задавал направление поворота танка и так далее. Другим способом передачи команд были световые сигналы — лампочки, загоравшиеся у механика-водителя, наводчика, башнера. Таким методом, конечно, можно донести до получателя только самое простое сообщение, но это уже что-то. Для передачи голоса в ранних образцах танков могли использоваться переговорные трубы, как на кораблях. Но это также была примитивная и очень громоздкая система, понемногу ушедшая в историю. В 30-е годы вместе с появлением танковых радиостанций было изобретено танковое переговорное устройство — ТПУ. По сути, это телефон, абонентами которого являются все или только ключевые члены экипажа. Во втором случае команды для тех, кто был не подключен к ТПУ, передавались жестами. При использовании ТПУ голос друг друга танкисты слышат в наушниках, которые встроены прямо в шлемофон. Чтобы передавать речь в условиях повышенного шума, используется специальное устройство — ларингофон. Оно отличается от микрофона тем, что для снятия звука использует механические колебания кожи возле гортани, где у человека находятся голосовые связки. По качеству воспроизведения звука ларингофон уступает микрофону. Но в условиях сильного шума только он способен обеспечить достаточную четкость передачи голоса. Поэтому ларингофоны используются на танках, самолетах и шумных промышленных предприятиях по сей день. Еще сложнее было наладить взаимодействие танков между собой, со штабом или другими частями. Рации во время Первой мировой войны были слишком примитивны и громоздки, чтобы устанавливать их на танках. Приходилось выкручиваться другими методами. Например, отправлять солдат посыльных. Или выпускать из танка почтового голубя с донесением в штаб. На английских танках, которые, как известно, разрабатывались и строились под крылышком Адмиралтейства, использовались еще и семафоры. Долгое время активно применялась флажковая сигнализация. Поднятый флажок определенного цвета обозначал какое-либо действие. Стоит ли говорить, что эффективность всех этих методов была крайне низкой? Представьте хотя бы, как трудно в разгар боя, когда все затянуто дымом и вокруг рвутся снаряды, разглядеть флажок на башне командирского танка. Эффективно обеспечить танки связью стало возможным только после появления достаточно компактных раций, которые можно было уместить в корпус или башню. Рации могли работать на передачу и прием или только на прием. Поначалу передающими радиостанциями оснащались только танки командиров подразделений не ниже взвода или даже роты. Но в дальнейшем они распространились и на линейные машины. В армиях ряда европейских стран в каждом подразделении были специальные танки связи с 2-3 радиостанциями разной мощности. В Советском Союзе первой танковой радиостанцией была коротковолновая 71 ТК, созданная в 1931 году. Она весила около 60 килограммов и в идеале должна была обеспечивать связь между танками в телефонном режиме на расстоянии от 15 километров на ходу до 30 километров на стоянке. Кроме того, в телеграфном режиме, то есть азбукой Морзе, эта радиостанция потенциально дотягивалась на расстояние до 50 километров. Рациям того времени требовались для работы антенны большого размера. Радиоофицированные танки 20-30-х годов из-за этого имеют характерный внешний вид. Вот советский радиоофицированный Т-35. Конструкция на его башне — это антенна.
Из-за своего внешнего вида она так и называется – поручневая. Антенна такого типа могла устанавливаться не только на башне, но и на корпусе. Другим типом антенны была штыревая. Ее внешний вид более привычен для нашего глаза. Штыревая антенна более хрупкая по сравнению с поручневой, поэтому на марше в сложной местности ее нередко укладывали в походное положение. В наше время рации устанавливаются практически на каждой боевой машине. Более того, в армиях некоторых стран танки могут объединяться между собой и со штабом в единую тактическую сеть. Это позволяет возможности их бортовых компьютеров, использующих защищенные каналы связи. Развитие систем связи в этом направлении продолжается и сейчас. Что будет дальше, покажет время.